Путин или Лукашенко? Ни одного кукловода не видел. Тебе поднапихивали? Рано или поздно кого-то из нас посадят. Ты хочешь как в 90-е? Когда на меня был направлен пистолет. Ты когда бы ты последний раз смотрел? Вот тебе все расскажи, Никита. Меня зовут Никита Мелкозеров. Это «Жизнь малины». Сегодня мы разговариваем с Егором Мещеряковым. Елена Левченко, Александр Лукашенко, Зенон Поздняк, ну и много всего интересного. 8 числа ты написал заявление, и теперь ты никаким образом не относишься к Федерации баскетбола. Да, совершенно верно, да. 8 было четверг, принял решение это, да, написал заявление, поговорил с Анастасией Марининой. Мы обсудили разные моменты. Она молодец, взяла 24 часа еще подумать, мне на подумать. Я даже не знал об этом. Она мне перезвонила вчера в пятницу, 9-го, и сказала: ты уверен, ты без эмоций принимал решение? То есть, совершенно по-человечески нормально. Я говорю: да, без эмоций, это мое решение. Ничего здесь крамольного нет, никаких подковерных игр нет. Просто это мое решение, которое, я думаю, так будет лучше. И самой федерации, и мне. Почему так будет лучше? В связи с событиями с Еленой Левченко, которая, в принципе, была реальной иконой женского белорусского баскетбола. Да, наверное, всего баскетбола, потому что никто из мужиков в финал НБА не выходил, поэтому Лена реально у нас number one. Человек, который был в финале WNBA, человек, который попал в лигу не через драфт, а сам себя туда своей репутацией, своей игрой заслужил место в составе WNBA. И который имел замечательную карьеру, плюс лучший центр чемпионата мира 2010 года. Все эти титулы, они просто, для многих даже не то, что мечтать, люди не достигнут этого никогда. Поэтому, когда с ней случилось то, что случилось, а именно ее арест, Федерация хранит молчание. Это их право. Я понял, что такая у них нейтральная позиция, но она идет вразрез полностью с моей позицией. Получается, что любого игрока, который с честью и правдой защищал цвета белорусского баскетбола, можно посадить, в том числе меня, еще кого-то, и просто молчать. Поэтому я молчать не буду. Я думаю, что правильно мне покинуть исполком Федерации. Основной вопрос. Почему не раньше? Ситуация назревала, и все-таки, я понимаю, у нас был исполком последний 16 сентября. Он длился 2,5 часа. Мы о многом поговорили, и я понял, что пока еще можно в нем оставаться. Во всяком случае, мы обсуждаем текущие проблемы, и людям не безразлично то, что происходит. И многие члены исполкома, они, естественно, живые люди, они переживают за Беларусь, за белорусов, и все адекватно. Но, наверное, последней каплей было именно арест Лены и та ситуация, которая произошла, молчание Федерации. Я считаю, что такого не должно быть. Нужно было или высказать поддержку, или высказать так, что, Лена за решеткой, вот, пожалуйста, документы суда. Лена сделала много для нашего баскетбола, но есть закон. Если вы хотите, можно занять такую позицию. Но полное молчание... Тяжело быть нейтральным. Хотя, наверное, Федерация пытается быть нейтральным. Какой-то соблюсти такой нейтралитет, но я этого не понимаю. И поэтому это идет вразрез с моими принципами. И убеждениями. Да, я не говорю, что я розовый пушистый, да, но время пришло, и поэтому было такое принято решение. Некоторые люди говорили: а может, тебе лучше останься, будь голосом правды и так далее. Я говорю, там много адекватных людей. Просто мне, честно говоря, последние 2 месяца не до баскетбола. Я тебе сказал, Никита, что и даже НБА не могу смотреть, сосредоточиться на матч на часа 1,5-2. Какие-то хайлайты посмотреть, короткие новости, чуть-чуть, может быть, но не могу сейчас фокусироваться на баскетболе. Достаточно давно понятно, что у Рыженкова и у тебя взгляд на гражданскую ситуацию сейчас совершенно разный. Объясни, как вы просуществовали, в принципе, в одном обществе так долго? Тут все очень просто. В 2014 году он пригласил меня в состав исполкома Федерации, стать его замом. Единственная цель, которая была преследуема мной и им, это развитие нашего баскетбола. Нужно сказать, что Федерация за последние 6 лет реально большую работу проделала. Это же тоже непростые вещи, да? То есть, я понимаю, но я скорее больше о том, что вы совершенно по-разному смотрите на ситуацию со своим непосредственным руководителем, насколько я понимаю, либо партнером, назовем это так. Как вы это обсуждали? Мы не общаемся ежедневно или даже ежемесячно, то есть у нас есть с ним контакты, но смысл говорить про политику, я говорю период до 9 августа. Если все более-менее ровно, мирно, в стране,
Да, есть нюансы, у него свой взгляд на вещи, у меня свой. Но цель какая? Цель продвигать баскетбол, цель, чтобы наши ребята, девчонки показывали хороший результат, развивались, то есть представляли страну на международном уровне, цель такая, вектор совершенно другой немножко. Но после 9-го это стало делать намного сложнее. То есть, у вас были какие-то разговоры? У нас был большой длительный разговор со всеми членами исполкома и с Максимом Владимировичем. То есть я там не хочу в кухню внутреннюю выносить на общее обозрение, но была очень такая адекватная, длительная беседа о всей ситуации. Поэтому большой плюс, что человек открыт к диалогу и обсуждает все это, а не можешь говорит. Мне объяснить, да. это было, тебе поднапихивали или просто объяснялось, у кого какие точки зрения? Да, мы все отстаивали свои точки зрения в совершенно адекватном формате. Ты был в меньшинстве? Ну да, наверное, со стороны я был в меньшинстве. А если бы все могли говорить честно, что думают, наверное, я бы был в большинстве. То есть, такая вот ситуация. Некоторым трудно свою позицию озвучить, к сожалению. Но люди молчат, и ты понимаешь, что они с тобой мысленно вместе. Такое выражение «мысленно вместе». Но они не могут говорить о том, что, например, могу сказать я. И не того, что я такой классный, и так далее. У меня такая ситуация, что я об этом не могу молчать. То есть на компромисс со своей совестью я не привык идти. По твоим ощущениям, вот мысленно вместе с тобой, сколько членов исполкома в процентаже? Мне кажется, большинство. Не подавляющее, но мне кажется, большинство. Если так абстрагироваться и сказать, что 10 человек, сейчас не будем считать, сколько точно, но мне кажется, 60-70%, наверное, все прекрасно понимает. И понимает, что нужны перемены, и понимает, что для развития, любого развития нужны перемены. И, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев еще в 80-е, плюрализм мнений, то есть разнообразие мнений, это очень важно. Давайте почитаю Рыженкова. Некоторым спортсменам посоветовал бы внимательнее думать, прежде чем показушно, безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания. А как ты отреагировал на эти слова? Я помню, эти слова были в июне произнесены, да. Но это его право, как председателя федерации, да, немножко так тушить пожар и в то же время вразумить ребят, мол, смотрите, все может быть не так однозначно, как вам кажется. И, естественно, когда... Я думаю, спортсменов вообще, начнем с того, многие недооценивают, что и спортсмены отчасти сами виноваты, что такой стереотип есть, мол, мы не особо грамотные, умные, да, вам бы только мяч дать, туповатые и так далее. На самом деле, в современном мире, ты можешь самообразованием заниматься, читать все, что угодно. И YouTube, и телеграм-каналы, и разные телевизионные каналы сейчас же можно смотреть со всего мира источники информации. Поэтому молодежь, которая сейчас, 28-30, они сформированы не советскими учебниками. Поэтому заявления некоторых ребят, в том числе и политические, они имеют под собой основания, и они имеют на это право. Есть конкретная статья в Конституции у нас, 35-я, что человек имеет право на высказывание своего личного мнения, то есть оно не должно преследоваться по закону. У нас есть... Просто я о чем думаю. У меня есть ощущение, что к Рыженкову по большей части все очень хорошо относятся. Потому что и ты подтверждаешь это, что это человек такой интеллигентный, понимающий, допускающий плюрализм. Вот эти слова, они же не про плюрализм. Все мы понимаем, что он человек из системы, и хочешь не хочешь, он должен придерживаться этого курса, да. Возможно, в какой-то, я не хочу говорить за него, но, возможно, в какой-то другой ситуации он бы сказал по-другому, да. То есть это правило игры. Но все равно это давление, да, это правило игры, это все равно давление на спортсменов, мол, не хотите проблем создавать себе и нашему баскетболу, лучше молчать. Но как молчать, когда мы все прекрасно видели, что творилось после выборов? Об этом трудно молчать, с этим трудно жить, и с этим нужно что-то делать. Потому что если мы как нация это проглотим, это очень грустно будет. Потому что белорусы исторически уже за последние 300-400 лет подвергались различным войнам, нападениям, север-восток, запад, юг. И сейчас такой критический момент. Я думаю, люди сформировались уже за последние годы. И то, что потоки информации разные сейчас возможны, да. Никто не живет, смотря только БТ на кухне. Скажем так, многие уже не живут только с БТ. Ты когда БТ последний раз смотрел? Периодически смотрю, чтобы посмеяться так. Последние, наверное, месяца 3 вообще не смотрел, да. Возвращаясь к твоим ответам, 2 уточнения. Ты говоришь, что люди из исполкома Федерации баскетбола наверняка не в твоем положении, чтобы в том числе заявлять свои какие-то позиции. Ты в каком положении? Почему ты можешь позволить себе заявлять позицию?
Да, определенная независимость. Ну, я вот слышал упрек, значит. Ты вырос там в Минске, окей, потом тебя формировал Вашингтонский университет, там 4 года, потом ты был в Европе, в демократических странах, но ты немножко из другого теста, ты немножко как белая ворона, плюс ты где-то финансово независим. На что мой ответ: даже если я сейчас был там 20-летним игроком юношеского состава Смоков, я бы сказал то же самое. Если это судьба, там, что меня выкинут с команды и там, я не получу свою зарплату там, в 1000 рублей, ну окей. Но я бы делал все то же самое. Если бы мне сейчас 44, если бы мне было сейчас 24, то делал бы то же самое. Это такая внутренняя свобода, которая она или есть, или нет, наверное. Как можно жить дальше, делая вид, что ничего не произошло, когда там около 500 человек прошли пытки, да, в тюрьмах белорусских. Там более 10 тысяч были в заключении. Кто знает, сколько тысяч ударов дубинками наши люди получили. И я чувствую эту боль, потому что она боль наших белорусов, не кого-то там, каких-то маргиналов, экстремалов, которые там где-то что-то... Обычно народ наш был. И его избили, и мы сказали: заткнитесь, не надо ничего рассказывать, молчите. 100 лет назад был такой подъем там, белорусского культуры, когда вот Якуб Колос, Янка Купала, и это вот знаменитое стихотворение «Мы хотим людьми зваться», да, Янки Купала. Это то же самое, та же история повторяется вот сейчас по новой спирали, да. То есть мы хотим зваться людьми, или мы это проглотим, ну и будет дальше такое померколность, будем дальше жить, там, ну, работать, как-то зарабатывать, выезжать иногда за рубеж, там, у кого есть возможность, и все. Ну, такой критический момент, реально. Как у тебя продукт советской системы, человек, который потом уехал в Америку, в принципе, возникла идея с татуировкой с рыцарем белорусским? Да. Ну, тату такая тема с баскетболом связанная всегда. И там в университете у нас, кстати, тренер Джарвис, он не разрешал татуировки вообще. Короче, тату было забанено в университете. Ну и там я другими вещами занимался, естественно. Но со временем, поиграв в Италии, Турции, я понимаю, что мне чего-то не хватает, вот реально. Я хотел мяч с драконом, потому что я родился в год дракона, в 76-й. Потому что я знал, что буду работать в Смоках. В Смоках, да, со временем. У меня первый мой имейл до сих пор Минск Драгон. И я обсуждал год, думаю, ну где дракона с мячом? И мне моя супруга Таня говорит: слушай, не актуально. Я говорю: почему? Это же дракон, это же навсегда. А что важнее? Я говорю: а знаешь, что важнее? Родина. А что Родина? Родина – это погоня, это рыцарь. Ну, вот эта тема пошла. И поэтому в 2005-м я вот перед отъездом в Уникс набил себе и подписал «Белорусский рыцарь». И меня это как бы грело всегда и радовало, что я все до сих пор рад этой татуировке. Тема с БЧБ, погони, я так понимаю, это папа. Ну, это папа, и, ну как, да, родители дают такой вектор, но ты сам потом решаешь, да. Советский Союз развалился, мне было 16, в 19 там я в Америке, потом было становление и так далее. Но... Сколько той Беларуси в твоей жизни было, Сколько той Беларуси в моей жизни, но тем не менее, да. То есть, ну, я очень быстро повзрослел, я очень боялся быть тупым спортсменом, придя в училище Олимпийского резерва, потому что там говорили все там друзья и так далее: блин, там никто не учится, там будет просто крах головы. Поэтому я очень много учился, читал. 9, 10, 11 класс, и поэтому вот история Беларуси новая очень сильно тоже на меня повлияла. Ну, ее стали преподавать вот заново в начале 90-х, и у нас весь класс был в гравюрах с Оршанской битвы, с Грюнвальда и так далее. Это тоже на меня очень сильно произвело впечатление, там все князья, Великое княжество Литовское и так далее. Поэтому, ну, БЧБ и погоня, оно да, с детства прям. Угу. А ты запомнил что-то из папиной молодости, когда он там с Зеноном ходил, вот эти вот вещи? Безусловно, да. И мало того, я улетаю в Америку, у меня была там сумка, ну, может, килограмм 20, да. Родители дали $40, и у нас был бело-красно-белый флаг, бело-червоно-белый. На празднике он вывешивался на балкон. Угу. В Америке? На бульваре Шевченко, где я вырос, да. Хорошая Америка. Да. И я забрал его с собой. Папа говорит: я себе еще куплю, забирай. И он у меня все 4 года, я не менял комнату в общежитии, он у меня висел прямо на окне. Часть окна была с жалюзи, а вторая была БЧБ. Он висел у меня. Вот все фотографии с моей американской жизни, они всегда вот с этим БЧБ. И это была часть моей родины, которая так осязаема. Для меня была очень важна. И он сейчас вернулся в мою квартиру. Тот же флаг? Тот же флаг, да. Да. Да.
да. Очень С много тех лет. пор, да. Он как такая реликвия. Папа как объяснял тебе вообще, что ты белорус? Ну, были же какие-то четкие формулировки, либо какие-то примеры, я не знаю. Ну, чтобы понимали, начало 90-х – это разрешение печатать много литературы, которую раньше не разрешали, да. Дома появились статут Великого княжества Литовское. Это первая конституция европейская, которая была правильно написана. Доамериканская еще, да. Да, которая была очень грамотной. Я думаю, до сих пор там многие вещи можно подчеркнуть. Книги по истории Беларуси, книги классиков, тех поэтов, писателей, которых мы даже не знали, которых отфильтровала в свое время советская власть. Поэтому вот это вот все на волне этого всего. Вот я очень много там читал, смотрел. Я не зачитывал до дыр, но я был ознакомлен, скажем так, что вот он целый пласт культуры, который замалчивался, который был табу, что ли, да. И самое интересное, что в Вашингтоне нам делают русскую литературу диссидентов, писателей-диссидентов. Лимонова, Довлатова и так далее. А почему? Потому что на первых порах нам сделали такие предметы, чтобы нам было легче адаптироваться, потому что и так было много всего нового. И вот мы учили с американкой, которая прожила 6 лет в Питере. Ей, наверное, было лет 30-35. Она прекрасно писала, говорила по-русски с небольшим акцентом. И мы с ней зачитывали всех писателей-диссидентов и увидели другую сторону, да, то есть это очень было интересно. И все было, естественно, на русском, и нам этот тоже предмет помог адаптироваться к жизни в США. Потому что через понимание Америки, вот этих людей, которые уехали в 70-е, 80-е, это очень был такой интересный взгляд, живой взгляд. Именно конкретно рассказы твоего отца про митинги, там, с Зеноном, ты это что-то запомнил? Отец ходил, он мне рассказывал, и самый четкий момент – мы сели на красный поезд и поехали в Вильнюс, тогда еще не было границ. Все читали литературную газету. Я помню, человек 200 приехал туда, достали бело-красно-белые флаги. Вильнюс, там как раз есть много кладбищ возле вокзала. И мы там присутствовали на перезахоронении. Вот боюсь соврать кого. Что-то там было конкретное. Там Зенон выступал на кладбище. И вот это было такое у меня прям поездка такая. И понимание того, сколько всего интересного вокруг, да, происходит. А за сколько было тогда? Наверное, мне было лет 14. Я понял. Как ты сейчас объясняешь своей дочери, что происходит? Все случилось просто вот в течение 2 дней, да. То есть мы приехали из Турции 7 числа, еще головой на пляже. А тут другая совершенно ситуация, выборы, белые браслеты. Ну и потом жизнь поменялась, как у всех у нас. И моя дочь где-то 10-11 уснула там в моей квартире на Уручье после взрывов светошумовых гранат. Я ей сказал, что это фейерверк, кто-то отмечает день рождения. Она на меня посмотрела. Я понял, что она не проглотила маленькую ложь своего папы. Она уснула, и, короче, а потом все эти новости и так далее, невозможно от ребенка скрывать. И сколько лет? Ей 7 лет, да. Владимире 7 лет, и она четко просекла, что происходит. И папа нас обманывает. Я говорю, нас обманывают. Поэтому все люди на улицах, поэтому все люди на улицах. Живе Беларусь. Все. Четко. И большинство детей во дворе такие же. Ты до сих пор шутишь, что назвал ребенка в честь Путина? Это была такая, не знаю, черный юмор, что ли. Нет, просто люди не понимают, как это правильно произносить, иностранцы. Я говорю, Владимира, то есть, да, основа Владимира, древнеславянское такое имя. Потому что мы искали имя с корнем мир, чтобы был мир. То есть Мирослава и так далее. То есть, не так задолго до рождения дочери моя супруга потеряла отца. Его звали Владимир, поэтому так вот срослось. В честь его так и получилось. По Путину. У тебя вот в Википедии написано 2 гражданства. Да. Это правда? То есть русское и... какого ты мнения сейчас о Путине? Сейчас оно ухудшилось, к сожалению, мое мнение о Путине. И о российских политиках, и в том числе о Лаврове. То есть то, что происходит последние 2 месяца, это просто это как лакмусовая бумажка. То есть если где-то ты еще мог прощать, мог сглаживать углы, понимать критичность ситуации там, и объяснять их поведение, то сейчас как бы объяснений нет вообще. Как ты считаешь, кто быстрее оставит власть? Путин или Лукашенко? Лукашенко. Не спрашивай, почему. Я чувствую, что он быстрее отставит власть. Просто на уровне ощущений? Да, на уровне ощущений, да.
давай перейдем тогда к брату твоему, у которого был пост с критикой Лукашенко, Да. а потом он пропал. Можешь рассказать, что это за история? Я бы оставил эту историю для Никиты рассказать. То есть, он убрал пост под давлением, скажем так. То есть пришлось убрать пост. И это его мнение, и он красавчик, что его выразил одним из первых. А то, что убрал? Тут все должны понимать, что есть рычаги влияния на любого. Поэтому ему пришлось это сделать. А ты говоришь о рычаге влияния чисто спортивном или какой-то другом? Не только. Я думаю, не только. А по этому поводу было ли давление на тебя? Сильного не было, но разговоры были, да, разговоры были. А что за разговоры? Повлияй на брата и так далее, то есть, да. Такого, чтобы к тебе конкретно приезжали, закрывали раздевалку, там, такого? Нет. Окей. Со мной такого не было, да. Ты про эти истории, да, давление на спорта? Нет, такого не было. Расскажи мне, как начался твой СОС? СОС начался с встречи на улице единомышленников. Костя Ефремов, Лену Левченко. Когда мы гуляли в первое воскресенье, когда такая общенациональная была радость. Когда первый раз появился баннер «Спортсмены с народом»? Вообще не было баннера, ничего не было. Мы просто увидели друг друга на этом шествии, пообщались, поняли, что мы единомышленники, думаем одинаково, и нам не просто так на всю ситуацию. И потом созвонились, встретились, и каждый привел своих друзей, они говорят: ребят, вы же то самое. И там были инициативы еще с другой стороны, то есть и как-то все так само, органично собралось воедино. И получается, что я всех запутал своими выражениями, но тем не менее очень много людей, которым не безразлично на эту серьезную тему говорить, поэтому все они сами себя и показали. У кого-то кто был уже уволен с работы, кто-то заявил свои позиции и испытывал давление. И все так завертелось. И, наверное, первый раз, когда с баннером вышли, это был конец августа. Ты веришь, что ваше обращение в МОК заимеет эффект какой-то? Думаю, да. Ситуация назрела, и много предпосылок, много недовольства тем же МОКом по всему миру, его бездействием, наверное, относительно некоторых проблем, что касается гражданских прав и свобод. Поэтому я верю в МОК, и что он реальные шаги сделает. Объясни, это будет непросто. Чтобы понимать, МОК что может сделать? МОК может сократить глобальное финансирование НОКа, правильно? Да, какие-то гранты, какие-то программы. То есть МОК заявил, что определенные деньги направлялись под определенных спортсменов, и он хочет проверить, дошли ли они точно до этих спортсменов, они были использованы на что-то другое. МОК может повлиять на выступление на сам факт выступления нашей сборной команды на Олимпиаде. И мы видели уже спортсменов из России вместо, да? Поэтому тут может быть много разных вариантов, но мы добиваемся от МОКа такой нормальной позиции, чтобы они понимали, что спортсмены действительно, те, кто имеет шансы на Олимпиаду, и те, кто даже не имеет шансов, неважно, они подвергаются давлению. А по Олимпийской хартии четко прописано, что этого давления, никакой дискриминации, независимо от твоих политических взглядов и так далее, не должно быть. А оно есть. Как ты считаешь, чем все закончится, ваша нынешняя работа? Это не работа, это скорее гражданская позиция. Вариантов много, но я говорю, мы это делаем от чистого сердца, с понимания вещей, что кто, если не мы. Многие из нас уже прошли большой путь в карьере, и мы в том числе и боремся за будущее наших спортсменов, чтобы они были свободны излагать свою позицию, чтобы они не боялись, что их могут не взять в сборную. За инакомыслие. Неважно под каким флагом, да, за инакомыслие, чтобы не только в раздевалках обсуждались насущные проблемы, чтобы люди не боялись выражать свою гражданскую позицию. Слушай, один из основных вопросов касается предыдущих всех времен. Чего же вы терпели раньше? Ты когда стал недоволен положением вещей? Когда в тебе гражданин проснулся? Гражданин проснулся давно, но я понимал, что я в очень таком меньшинстве. Потому что многих волнует
возможно, эти же вещи, но в другой степени. Я своего отца даже успокаивал, говорю: отец, ну, наверное, нас там 4-5%, которые за нашу родину, за Беларусь, за отроджение такой, да, культуры и так далее, языка. И, ну, со временем, с годами вещи меняются. Я сейчас вижу, что большинство белорусов, они за перемены и за то, чтобы жить в другой стране. Ничего не ломать, ничего не крушить, а просто встать на другие рельсы и развиваться. И чтобы к нам приезжали, и мы ездили, и обмен опытом, запад-восток, север-юг, чтобы это все было в нашей жизни, и от этого только все выиграют. Вот ваша сведомость такая же осознанная, как, например, у тебя с Леной, вас она объединила. Когда ты узнал о задержании ее, какие у тебя мысли были в голове? Мы уже недели 2 обсуждали, что рано или поздно кого-то из нас посадят. И мы конкретно обсуждали, что с адвокатами... А ставки были какие-то? С адвокатами. Ну, ставок не было, конечно, да. Но была очень уникальная ситуация в том, что ты сидишь в кругу элитных спортсменов и обсуждаешь, что кто-то из нас может сесть, и правила поведения, что делать, как себя вести, кому звонить. То есть мы уже эту ситуацию обыграли в голове, чтобы не было паники, чтобы не было такого: ой, зненацку, опа, и случилось. И Лена была психологически к этому готова, и мы сейчас все готовы. И Костя об этом говорил, все остальные ребята понимают, что нас могут запрятать на определенное количество суток. И мы это принимаем. Если это будет, то это будет. Очень жаль, что Лена там первая, потому что это все-таки такой психологический удар, тем более девушка, красивая девушка, икона нашего баскетбола, которая не всегда, наверное, шла где-то в разрез с мнением такой общей массы. Она была уникальной и остается уникальной, и она очень необычная для нашего общества. Ты как считаешь, в ВВС под тебя шконка подходящего размера найдется? Ну, вряд ли. Я думаю, что и Лене там очень некомфортно. И, ну, это реальное испытание для всех нас. Мы спим спокойно. Я говорю, что мы с ребятами на эту тему говорим и понимаем, что какой у нас еще выбор. Мы не можем молчать. Мы должны это все освещать и стараться делать то, чтобы поменять ситуацию. Вы общались с Новицки, Дирком, по поводу возникшей с Леной ситуации. Что это был примерно за разговор и насколько вы там с ним знакомы, насколько вы кореша? Дирка знаю с 97 года. В Берлине на чемпионате Европы я с ним пошел на обед благодаря одному из моих тренеров, который тренировал Биттен меня в университете, потому что моя роль была познакомить Дирка с баскетболом NCAA, да, студенческим баскетболом США. И я ему такую там рассказывал историю, рекламировал, как там интересно, неоднозначно, вернее, необычно быть в то время в Штатах и так далее. Но Дирк решил остаться во второй лиге Бундеслиги. То есть такая история, что с Дирком нас познакомил еще мой бывший тренер, а его звали в Университет Калифорнии. И в феврале этого года мы увиделись заново, вспомнили ту историю, посмеялись, что да, быстро прошло 23 года. И, ну, а сейчас мы обсуждали Лену и ситуацию, которая сложилась вокруг спортсменов. Мы понимаем, что... Это созвон был, да? Да. Комиссия, ну, это был наш, наверное, 5-6 созвон за последние полгода. И вот сейчас это касалось Лены. И все понимали, что комиссия игроков – это орган такой, который может советовать. Он не принимает решения какие-то, да, серьезные, но, тем не менее, вопрос будет в ФИБА подниматься о той ситуации, которая возникла с Леной. Но это единственное, что мы можем сейчас сделать, как комиссия игроков. То есть я так понимаю, что у тебя сохранился английский с университета как бы на хорошем уровне? Ну да, я практикую постоянно. То есть сегодня с утра у тебя было что? У тебя были австралийцы ребята? Да, я общался с ABC News Австралия. Там радио-ток-шоу. Ну, иногда общаюсь с итальянской прессой. Не забывай свой итальянский. Тоже нужно тренировать. Ну, пока так. На самом деле, мировая общественность меня приятно удивила, потому что так подумаешь, что для кого-то белорусская баскетболистка, да? Но Лена, она действительно такой след оставила в мировом баскетболе, что WNBA через ассоциацию игроков выступила с заявлением, и Федерация Швеции, Федерация Польши, Федерация Франции поддержали Лену, и десятки баскетболистов, которые знали Лену лично,
То есть такой резонанс очень приличный в мире. Даже CNN и Yahoo тоже говорили про Левченко. Слушай, что с нами не так? Почему у нас футболистка уровня финала NBA женской, да, баскетболистка уровня женской NBA мало известна так в стране? Это мы себя не уважаем или у нас просто не до того нам? Я думаю, что у нас больше фокус на такие стандартные виды спорта, как футбол, хоккей. Но футболистов тоже никто не знает. Может быть, сами себя не уважаем, да, но в то же время, как делает Литва, когда их легионеры играют за границей при таких крутых клубах, матчи транслируются по литовскому телевидению. Сколько матчей Лены за ее клуб мы видели, это очень сложно, да. Ну, то есть есть такой вот момент, что ты играешь за Беларусь, но где-то в другом месте, и поэтому наши два не знают. Вот. А матчи сборной – это такое разовое событие, один раз, два раза в год. Я слышал, что ты успел дать какой-то комментарий Netflix, которые здесь снимают какую-то документалку про белорусские события, правда? Вот ты все знаешь. Я готовился. Да, был разговор с одним оператором, да, который действительно снимает такой документальный фильм. И он приехал на наш матч 3-3 на площадку Новой Боровой, пообщались. То есть такой приятный парень. Он уже месяца 1,5-2 здесь и снимает разные истории такой именно гражданской жизни в эти месяцы. У вас был с ним какой-то смолток в плане того, чувак, ты понимаешь вообще, что здесь происходит или нет? Честно говоря, нет, но судя по его глазам, он все прекрасно понимает. Он охреневает, да? Да, ну, ему очень интересно. Да, он понимает, как журналист, что здесь такая большая почва для деятельности. И спортсмены, и политика, и все так переплелось. Как считаешь, когда вот ты через 20 лет, не знаю, либо поднимешь свои те интервью, которые ты давал Netflix, австралийцам, там, мне, ты офигеешь? Нет, я сейчас свои читаю интервью 90-90 иногда, понимаю, что это я. Вообще не офигеваю. То есть, стараюсь быть честным и адекватным, насколько это возможно. Я батька, я Светка. Я Светка, да? Ты будешь я Светка. Я воин света, да. Ты будешь я Светка, я буду я батька. Окей, готов? Почему БЧБ – это национальный флаг, а не фашистский? Посмотрите на одеяние митрополита. Одно из них имеет бело-красно-белую такую стужку по всему одеянию, потому что это исторический цвет, и назывался он еще символ шлях Христа, то есть кровь на белом полотне. Это очень исторический наш символ, который идет не столетнюю историю, а гораздо глубже, корнями гораздо глубже. Как можно критиковать Лукашенко, если без него не будет Беларуси? Это такая утопия, которую нас пытаются как нацию убедить. Потому что Беларусь ничего другого не видела, никого другого. И это такая пугалка. На самом деле, при других разных людях все может быть гораздо лучше. Ты хочешь как в 90-е? 90-е были очень интересным периодом, и машины у нас никто не взрывал, и банки не грабил. Больше, чем Лукашенко, для спорта не сделал никто. Это то же самое, что сказать, вот тебе бассейн, стань олимпийским чемпионом. Мы для тебя все сделали. На самом деле поддержка спорту нужна, но медали выигрывают характеры, люди и классные специалисты, которые помогают спортсменам. Тренеры, медперсонал и так далее. Это очень хрупкий механизм, который не зависит от одного конкретного лица. Егор, так любимую же не отдают. Любимую нужно уважать и уметь дать ей свободу. Ты хочешь как на Украине? Тяжелая тема вообще просто. Скажем так, у Украины свой путь, у нас свой путь. И наш путь может быть очень интересным, положительным и прекрасным. Это буржуйчики вам мозги запудрили? Ни одного кукловода не видел и, наверное, не увижу. А то, что у всех в сердце наросло за эти годы, то и выходит наружу. Хорошо же живем, у тебя квартира есть, машина. Чем ты недоволен? Недоволен насилием в сторону белорусов, которые мы видели, и переживаю это как собственную боль. Сколько тебе платят за выходы на протесты? 0. Тогда ты еще больше дурак. Родину не продают, поэтому никто ничего не платит, естественно. А может лучше по 500, чем неизвестность? Выход из зоны комфорта очень полезен. Это значит, будет рост.
Ты, в принципе, по ходу своей карьеры постбаскетбольной ощущаешь вот эту вот зависть? У нас не любят успешных людей, я скажу это честно, с полной ответственностью. Если ты один из многих, это классно, да, это еще такое советское. Ты понятный. Да, ты понятен, да. Я помню новоселье на новой квартире. Вот я купил квартиру, счастливый такой, там, 25 друзей приходит. Естественно, пару непонятных косяков там было. Там ребята на тебя смотрят, так типа, о, квартиру купил. Там ему там 24 года, купил квартиру родителям, купил себе квартиру, елки-палки. То есть идет такое испытание успехом. Могут твои друзья принять, что у тебя... Как прошло новоселье? Новоселье прошло здорово, но потом там вот, такие всякие сплетни, что, вот ему везет, там что-то. Только что валялся с травмой спины, бац, я квартиру через год купил. Как такое может быть? Кстати, когда травма спины была, я почувствовал, что нахрен я кому нужен. То есть никто мне не помог, кроме Константина Николаевича Шеревери, который тоже был в местах не столь отдаленных недавно, который меня взял за руку, пойдем к врачу, я там знаю классного врача, хоть какой-то массаж, там, костоправ и так далее. То есть тогда вот я почувствовал себя одним. То есть мне было там 24 года, там Америка уже прошла, я собирался играть. Я только закончил сезон в Бешикташе, стамбульском. У меня была серьезная травма спины, там диски вылезли, стандартная история для любого спортсмена. Я понимаю, что я один, и всем моим товарищам по команде так особо пофиг. Болит себе спина, и что, То есть никакого соучастия. И тут бац, я покупаю квартиру через год. И они прямо, такой... Большинство нормально, но потом 2-3 человека, типа, какой-то такой осадок у людей. Какое-то еще время проходит, я уезжаю в Казанский Уникс, и ты чувствуешь, уже пошло, опять ему повезло, поехал в Россию, там же бабки, там же это. И, в общем, вот эта вся история заканчивается тем, что я становлюсь спортивным директором ЦМОКа в 2014 году. И еще там некоторые товарищи начали. То есть, если бы они добивались что-то в жизни, я бы только за них радовался. Я не понимаю, когда люди воспринимают, наверное, в силу какой-то своей ущербности, своих комплексов, они не могут радоваться за других. Это такая глубинная проблема, и мне хочется верить, что сейчас все-таки уже такое другое поколение идет. Наверное, все-таки советская такая школа, когда у всех должна быть двухкомнатная хрущевка и «Жигули» у спортсменов. Все, в лучшем случае «Волга». А сейчас все-таки время меняется. Ты понимаешь, что вот на нашей территории постсоветской спортивный директор – это гарантированные слухи про откаты. Ты наверняка про себя тоже это слышал. Да. Это было оружие моих оппонентов, которые рассказывали сказки. То есть там, грубо говоря, у меня машина X5 BMW, да, ей уже 10 лет. На тот момент ей было 5 или 6 лет. Мне конкретно в лицо говорили, что, ты же не просто так эту машину купил. Я говорю, подожди, я купил еще до начала работы в ЦМОКах. Постоянные какие-то слухи, то есть... Сама зарплата спортивного директора, она очень смешная. Даже не хочу ее называть. Назови. Не хочу даже называть. Примерно. Ладно, 1100 рублей. 1100 рублей – это зарплата спортдиректора. И я просто сказал сам себе, что я не собираюсь тут ничего устраивать. Играем честно, играем ради клуба, ради страны, чтобы добиться хороших результатов. А слухи, они постоянно, да. То есть всем, кстати, тем недоброжелателям, которым не нравился мой успех в карьере баскетбольной, какие-то моменты. То есть для них это была классная почва для того, чтобы распространять слухи, какие-то небылицы и так далее. То есть, это ж легче всего. Пошептались в бане, пошептались за углом. Тебе предлагали откат когда-нибудь за время работы в ЦМОКах? Да, были такие товарищи, то есть вообще какие-то непонятные. То есть агенты, которые работают в больших компаниях. Расскажи мне конкретный случай, я не прошу называть имен, но просто как это происходит, чтобы мы понимали. Звонок? Тебе пишет какой-то не очень знакомый агент, который... А баскетболисты в чем? В WhatsApp сидят? Разные мессенджеры, да, любые. Говорит, у меня есть классный игрок, 2.15 ростом. Я вообще, говорит, не агент, я бизнесом занимаюсь, в Германии, например, да. У меня есть пацан 2.15, он будет за копейки играть. Вот давайте, ему хватит $2000, а он приедет официально за 3, такое. Поэтому, тут финансовых схем хватает, и кому это интересно, тут... большое поле для деятельности. Но для меня было всегда важно заниматься совершенно другими вещами. Ты смотри, 1100 – это как бы из любви к искусству, я правильно понимаю? Да. Что это, в принципе, на бенз на твою X5, да? Да, да. Типа того. Да. Чтобы понимать, просто ты сформировал капитал за карьеру и теперь просто живешь на процент. Так? Примерно так, да. Примерно так. Я просто не нашел никакой информации про твой бизнес. Его нет или он есть? У меня нет бизнеса такого, что бар или какие-то рестораны и так далее. Нет, просто
пытаюсь грамотно распоряжаться деньгами, которые заработал еще там с 2000 по 2010-2011 год. Это инвестиции? Да, разные инвестиции и так далее. Разные финансовые инструменты, которые просто позволяют не потерять то, что ты заработал, и диверсифицировать портфель, чтобы, как говорится, все яйца в одной корзине не лежали. Какие пошли серьезные слова. Да, серьезно. Мы же спортсмены, да. Недооценивайте нас дальше, да. Лена Левченко говорила о том, что у нее есть финансовый консультант. У тебя есть? Есть пару человек, да, с которыми так общаемся, да, по финансовым темам, естественно, да. Потому что, за всем не уследишь, люди, там, кто-то риэлтор, да, не в Беларуси, кто-то там занимается финансовыми рынками и так далее. То есть какие-то моменты, криптовалюта там есть сейчас, много разных инструментов. То есть ты вкладывался в крипту? Да, есть. Это акция или конкретно покупка? Вот тебе все расскажи, Никита. Никита хочет все знать. Да. Это долевое участие в майнинге криптовалют. Вот, так правильно. Пул инвесторов. Да. Это одно из твоих вложений, да? Да. Самый дурацкий бизнес, в который ты вкладывался? Инвестиционные компании с такими умеренными обещаниями процентов, которые, естественно, были пшиком, особенно те компании, которые не переживали финансовые кризисы. То есть они были такие слабо организованные компании, но в силу своего возраста тогда это нужно было пройти. Тебе говорят, там, даешь 10 тысяч долларов, будешь получать там 20-30% годовых. Мы будем грамотно распоряжаться деньгами, там у тебя типа с ними контракт. Кризис 2008 года, бух, все сгорело, до свидания. Такая. Сколько ты потерял? Моя память хочет это стереть. 20-30 потерял, да. То есть, не роковая потеря. Да, не роковая потеря, но это такая школа жизни, когда ты должен 100 раз отмерить, один отрезать, реально. Но ты понимаешь, что вокруг спортсмена всегда есть много интересных личностей, которые предлагают быстрый заработок и так далее. Всегда удавалось это фильтровать, но тут знакомые знакомых, там какая-то была история такая интересная. Плюс это были 2000-е, когда очень большой рынок, рост на рынке был, и нефть, и все остальное. Было такое время, когда люди действительно много инвестировали и зарабатывали. Да. Что за история про польскую торговлю в твоем детстве? Лихие 90-е, веселые, интересные 90-е. Началось с того, что в конце 80-х даже наша учительница спецкласса каким-то макаром пробила обмен студентами с польским городом недалеко от Лодзи. Я уже даже не помню, как он назывался. И мы ездили в семьи польские на 2 недели. Их дети приезжали к нам. И это дело продолжалось года 2. 89-90-е годы. И тогда, время дефицита и так далее. То есть мы что-то привозили им, они привозили сюда. И когда мы ездили к ним в Польшу, по 2-3 часа в день мы торговали на рынках. Тетрадками, новогодними игрушками, кофемолками и так далее. То есть 14-15 лет, ты такой еще прыщавый юнец, и ты понимаешь, что вот можешь заработать там 30-40 долларов. Твои родители зарабатывают это целый месяц где-то, да, в то время. И полсумки кроссовки и экипировка для игр, половина сумки товар. Этот товар, там, не знаю, ноябрь месяц, ты ищешь картонки возле мусорки, расстилаешь, чтобы все это разложить. Поляки ходят, спрашивают, что почем. Быстро выучили все цифры, все цены. И самое было обидное, что рядом стоял директор школы. Ты понимаешь, ладно тебе, пацану, там постоять, что здесь такого? А тут стоит мужчина, очень уважаемый, ему за 50, и он тоже продает те же тетрадки. И ты думаешь, полная фигня, такого не должно быть. Но были интересные моменты, когда нас там с сумками, кто был в Польше, польские электрички, очень узкий коридор в вагоне. И когда он забивался сумками, другая часть нашей делегации не могла зайти, меня однажды через форточку запихивали на вокзале Варшавы прямо в вагон, что мы не успевали. Это такие уникальные моменты, которые... это прекраснейший опыт был, очень было весело. А твоя лучшая поездка в плане заработка в Польшу? Не знаю, ты привозишь там 50 долларов, копишь на кроссовки, помню, накопил и привез, там, себе купил кроссовки Adidas Torsion в то время там за 100 долларов. Тогда у меня еще был 49 размер ноги, но потом он вырос. Помню, мне так они понравились, но в то же время пальцем было неудобно. Наверное, нога еще росла,
Я понимал, что другого размера нет, и нужно было именно в них ходить. Вот. Ну, в Америке все поменялось. Кроссовок было столько, сколько надо. И у меня 51,5 примерно размер. 51. Да, ну плюс-минус. Поляки, у тебя была еще одна история. Когда вы возвращаетесь с чемпионата Европы. Расскажи, пожалуйста. Да, классная история. Немногие знают, что, победив на чемпионате Европы в Словении, хорошо отметив это дело, культурно очень, в словенской Любляне, мы сели на автобус, который нас привез из Беларуси в Словению и обратно вез. И вот на утро следующего дня, примерно там 6 часов утра, в этом автобусе вдруг отлетают болты от переднего правого колеса, тормозит автобус. Где-то посередине Польши, раннее утро, уже светло. Еще раз говорю, это 94 год, мы все выходим с сумками, начинаем греться, там кто-то распаливает костер возле леса. Мы с Андреем Свиридовым, который небезызвестный актер уже в России сейчас, который был Геной в универе, да, мы спим на сумках, потому что очень раннее утро, автобус поехал пустой в ближайшую там СТО, фиксировать эти болты, чтобы, то есть могло случиться непоправимое, конечно, колесо бы вообще отлетело. И вот мы лежим, засыпаем, и вдруг резкий скрежет тормозов, останавливается Полонез, такая машина польская тех времен. Ребята у нас некоторые были бритоголовые, и видно, кто-то позвонил в польскую полицию. И это был первый и последний, надеюсь, раз в моей жизни, когда на меня был направлен пистолет. Мы с Андреем Свиридовым встаем, он очень сонный, он начинает шагать в сторону этих полицейских, которые угроза, в штатском, да? да, они кричат «руки до горы», да, как-то, «руки вверх» по-польски. Он шагает на них, он же трясет пистолетом, я думаю, сейчас что еще происходит, что-то. А все такое в дреме, и ты понимаешь, что, блин, ну сейчас ты медаль, что ли, доставать, что мы только что чемпионами стали. Дурацкая совершенно ситуация. Полицейские в штатском человек 8. Но в итоге они забрали того, кто развел костер. Они ж не зря приехали, а штрафовали на $10 главу делегации за то, что он развел костер в лесу в польском. И через пару часов автобус приехал с починенными болтами, и мы спокойно вернулись в Минск. Так что некоторых чемпионов Европы могло и не быть. Вот такая вот ситуация была. Это был какой месяц? Июль? Это был июль 94 года, да. Ага. Именно тогда, когда мы еще узнали об избрании первого президента Беларуси. Так что вот прошло ни много ни мало 26 лет. Ты думал в тот момент, что поляки настолько взлетят? Скажу так, когда мы первый раз где-то в 88 или 9 году очутился в Варшаве, и была такая поговорка «курица не птица, а Польша не за границей». До сих пор пользуются очень ошибочно. И мы приезжаем в Варшаву, выходим, а там 2 небоскреба по 70 этажей, похожие на башни-близнецы в Нью-Йорке. И мы такие стоим, там, шестиклассники, типа, это что, Варшава? Реально? Может, мы не там сошли, не с того поезда? Очень удивились там и городу, и как все развивалось. И живя в польских семьях, я видел, как там семья имела 6 швейных машин, варенки, все дела. Одели меня с ног до головы. Мама говорит, мы с жизнью не рассчитаемся. Зачем ты брал? Я говорю, мама, это бесплатно, ничего страшного. Я там был, может, 192 ростом в то время, да, то есть для мамы это была проблема меня одеть. Она говорит, ой, вау, ничего себе, там Петр Творковский звали парня, с которым я постоянно тогда обменивался визитами. И поляки меня одели. Потом он приезжал сюда, мы тут закупали ему коньки, как я помню, очень дешевые получались. Он приехал с такой большой стопкой наших рублей советских. Я думаю, вау, откуда такие деньги? Мы ездили по всем нашим большим универмагам и скупали там ему, нравились коньки, значит, там какие-то еще товары, там зубной пасты, помню, 20 пачек. То есть такие вещи вообще. И он рассказывал, как у них все развивается. В общем, будучи в Лодзе, мы видели, что Польша так поднимается реально. Было очень интересно. Главная книга в твоей жизни? Сборник стихов Игоря Талькова. Вот я на нем формировался в начале 90-х. Главный фильм в твоей жизни? Мел Гибсон снял что? «Апокалипсис»? «Апокалипсис», да? «Апокалипсис», да. Такой, который меня вставил, о котором я могу говорить, и он прямо у меня вот в голове. Главное место в твоей жизни? Центр Минска. Троицкое предместье. 3 места, в которых нужно обязательно побывать. С точки зрения чего? Туризма или вообще? Или просто вот надо побывать, да? Жизненного опыта. Я бы сказал, Вашингтон, Москва
Рим. Такие 3 сразу. 3 вектора. Восточный, западный и европейский. 3 лучших города Беларуси. Минск, Гродно, Несвиж. Лучший спортсмен в истории Беларуси. Кто у нас? Виталий Щерба. Виталий Щерба, да. Это был уникальный. В каком? В 92-м, да? В Барселоне? Да. Да. Виталик. Уникальное достижение просто. Лучший политик в истории Беларуси. Мы еще его не увидели. Лучший баскетболист в истории Беларуси. На пике реально, наверное, Дайнеко. Валерий Дайнеко. Который мог еще больше сделать. Но уже много сделал тогда, да. Лучший игрок чемпионата России, там ЦСКА и так далее. Да. 3 причины, по которым белорусы крутые. Добрые, отзывчивые и креативные. Время веселых историй про алкоголь и твой первый матч в Америке. 95-й год. Первый матч за университет имени Джорджа Вашингтона. Товарищеский матч. Приезжает команда из России, Новосибирск. И мы играем с ними. Там 5000 болельщиков. Все знают, что привезли белорусов. Все идут посмотреть. У меня получилось хорошо обыграть соперника, забить сверху. Я бегу назад, и весь зал кричит: «Егермайстер, Егермайстер». Я думаю: красавчик, Егор, ты мастер. Потом мне говорят: ты когда-нибудь пробовал Егермайстер? Я говорю: а что это? Это же немецкий напиток. Я говорю: слушайте, просветите, что это такое. Ну, так эта кликуха ко мне прицепилась. Вот Егермайстер, кричал весь зал. Все 4 года. Так что приятное воспоминание. Ты в Америке, насколько я помню, видел живого Горбачева. Да, конец 90-х, 98-й год. Аудитория такая большая, актовый зал университета, где обычно там и Щелкунчик приезжал с петербургским балетом и так далее. Я там был частым гостем. Такая культурная программа, потому что ты дико скучаешь по всему нашему. И тут бац, и говорят: ассоциация Зеленого Креста, такой типа Greenpeace практически, да, экологическая такая тема, и Горбачев выступает. И Раиса Горбачева там была, и я вот, конечно, это был не век смартфонов, но я мог бы сделать фотографию, но что-то постеснялся подойти. Я видел их после уже выступления там на Студенческой площади. И да, 2 часа он выступал, рассказывал про все. Что я сейчас вспомню, скажу, что он сказал одну вещь, что вот некоторые моменты в жизни, как он сказал, через столб нельзя перепрыгнуть, столб можно обойти. Нужно быть гибкими, но в то же время понимать, что нужно отстаивать свои интересы и быть честными сами с собой, что-то такое. Была интересная такая речь, он совершенно абстрагировался от политики в той речи. И его очень тепло публика принимала. И было таким у меня... Я был обескуражен, когда местная газета, такая студенческая, Hatchet называется, топор, томагавк. Они вышли с первой полосой на следующий день, что наш университет, который демократичен и так далее, подарил медаль красному мяснику. Как мы можем такое делать? Он типа красный мясник. И думаю, если Горбачев студенческая газета «Универ», да? написала такое, да, очень такой какой-то рьяный пост. Я думаю, блин, да этот человек вообще наоборот. Это же не Сталин, да, это совершенно другие вещи, но они видели это так. То есть, как обычно, есть такая сноска, что мнение редакции не совпадает с мнением журналиста. И университет, насколько я понимаю, да, ввиду. Да. Ввиду всего этого, Горбачев в твоем представлении красавчик? Неоднозначный персонаж, но, наверное, при той ситуации, которая сложилась, с наименьшим кровопролитием развалился Советский Союз. Наверное, это был, плюс-минус более-менее оптимальный вариант. Твое отношение к СССР? Я говорил, что я весы, да. Вот у меня всегда есть такой и плюсы, и минусы. Я вижу и много плюсов в том же Союзе, но, естественно, много и минусов. Пропаганду в сторону, это, конечно, недопустимо, но, тем не менее, то образование, которое давал Советский Союз, да, оно действительно одно из лучших. И такая честная, правильная дружба между народами, это тоже очень важно. То есть, если мы были разными странами, мы никогда там не узнали так хорошо, как вот это получилось при Советском Союзе. Единственное, что я думаю, наверное, можно было более адекватно, экономически все это дело перевести в другие рамки, чтобы не было этого провала на 2, 3, 4 года, когда просто все сломалось,
Нужно было до основания все разрушить, а затем, да, то есть выйти из Союза. Выйти из Союза более грамотным путем. Я говорю, я не специалист в этом вопросе, может, это было невозможно, но держава была интересная, конечно, не без грехов, но тем не менее, все равно каждая страна должна была получить независимость так или иначе, просто, возможно, не обрывая вот этих вот экономических, прежде всего, вещей, чтобы у нас не было этих таких голодных 3-4 лет непростых переходного периода. Но, возможно, я говорю, это, наверное, было неизбежно все-таки. То есть тут мы честной статистики не увидим, как было и как могло быть, да, потому что... Мне интересны твои слова. Ты говорил, что, в принципе, NBA у тебя не сложилось из-за советского воспитания. То есть это какая негативная сторона, получается, проявляется СССР? Ну, ко мне подходил агент тогда, вот это был как раз после сезона 97-го года. 7-го, да. То есть мне было 20 лет, я забиваю в одной из хороших конференций NCAA там почти 17 очков. Там я порвал вообще в пару встречах, и там много внимания нашей команде было из Александра Куля, за Сашей смотрело много скаутов из NBA, приезжали там генеральные менеджеры и так далее. Но я попал тоже в поле их зрения. И вот агенты говорят: Егор, тебе нужно уходить, ты сейчас как горячий пирожок, тебя никто вообще не знал еще полгода назад, тут ты показал такие качественные игры, в тебе видят и много хороших положительных качеств, как в игроке. И у меня первая мысль такая, я прямо ее озвучил агенту: слушай, мне еще 2 года учиться, я хочу закончить образование, я хочу еще лучше стать, мол, тут же еще 2 года, можно классно. И ты попадаешь в такую зону комфорта в университете, там у тебя все есть, общежитие, там ты понимаешь, вот зал, там победить вот эти вот команды нужно, там расписание будет интересное. То есть сейчас своя Спортландия такая. Такая своя Спортландия, да. И я немножко тогда не знал этой кухни, что за твоими спинами каждый там сезон появляется еще лучше. Сотни игроков, да. И все меняется вот так вот за полгода. Поэтому, если все отмотать назад, я бы сказал, конечно, да, я выхожу на драфт. Пусть меня не возьмут, может, там в топ 15-20, но меня там бы задрафтовали, и у меня был бы хотя бы шанс на 2-3 года получить контракт. И я точно уверен, что я бы свой шанс уже не упустил, будучи в команде. То есть ты подумал больше о каких-то командных вещах, да, или о собственном комфорте? Что это? Почему я не пошел на драфт? Да. Именно в плане советскости. Да. Во-первых, нужно окончить учебу, первая вещь. Вторая – это команду не подвести, конечно. Тренер тут тебя привез в Беларуси. И он красавчик вообще. Джарвис и Биттен, который ассистент его был. Они такие ребята, которые рискнули, поверили в белорусов, страну, которую они даже названия не знали еще там до 92-го года, да. Тут они привозят 4 белоруса, и пошла лавина такая иностранцев, что у нас было в один момент 11 иностранцев и 3 американца. Да. И Вашингтон-Пост: давайте сделаем статью, вы же просто уникальная команда Объединенных United Nations, да, как ООН команда, там, мы там все фотографировались, и в женскую команду привезли 7-8 девчонок с Европы. Был такой бум просто европейского баскетбола, и Джордж Вашингтон университет позиционировал себя всегда как университет мультикультурный, да? Потому что столица, дети дипломатов и так далее, и многие приезжали, там, в общем, очень более 100 национальностей в универе. Смысл в том, что ты профукал свой шанс из-за... как профукал? Из-за прошивки именно советской. Нет, так однозначно нельзя говорить, потому что через 2 года, получив диплом, созрев, в 23 я уже выхожу на драфт. Меня не драфтуют. В том драфте взяли Андрюх Кириленко, да. Я сидел прямо... Драфт обычно проходит в Нью-Йорке, а тут драфт перевезли в Вашингтон. Я думаю, все сходится, 99-й год, драфт в Вашингтоне, я с друзьями там сидим. И я помню, что часов 5 он продолжался очень долго, а женщина Ким Бахуни, которая занимается международными спортсменами всегда, она мне выносит бейджик. В середине первого раунда говорит: готовься. Я говорю: вы что знаете? Она говорит: я ничего тебе не говорила, но я тебе бейджик должна принести. Я думаю, хороший знак, короче. И Нью-Джерси Нетс, в котором я провел там 2-3 дня на просмотре, и Чикаго Буллс, где я неделю провел, они все очень четко там дали понять, что заинтересованы. И у них были много пиков, по-моему, 5 пиков на обе команды, и я очень надеялся, что сработает это. Но, к сожалению, не сработало. Но мне дали шанс в летней лиге за Нью-Джерси Нетс поиграть. И, в принципе, там очков 10 я забивал в 5-6 матчах. И в тот момент ко мне подошел небезызвестный, теперь он менеджер Dallas Mavericks, Донни Нельсон Джуниор, да. Его отец был классным элитным тренером, а Донни Нельсон стал классным генеральным менеджером. Он сказал: Егор, ты не парься, сейчас такая ситуация, что
тебя, наверное, не возьмут, потому что просто нет места. Ты должен обязательно через год и через 2 приезжать в летнюю лигу. Таким, как ты, место найдется. Сейчас меняется вообще парадигма понимания европейского баскетбола с Дирком Новицки, со всеми другими ребятами. Сейчас там их 5-7 в лиге, скоро их будет 50-70. Я такой, да-да, спасибо, но вот эта пелена злости, что меня не взяли, все-таки, наверное, сделал свое дело. И я потом травма спины, о которой я говорил, я должен был через 2-3 года реально возвращаться, играть, пробиваться. Но в силу разных обстоятельств этого не сделал. Как ты относишься к тому, что Беларусь считается законсервированным СССР? Не безосновательно, да. К сожалению, это так. К сожалению, так. Если ты классный специалист в своей профессии, здесь иногда очень трудно себя найти. Хотя это еще до недавнего времени можно было сделать в сфере там, IT, какого-то пиара, да, кинопродакшн и так далее. Но в таких вот более серьезных структурах, конечно, инакомыслие и быть слишком образованным, слишком умным не приветствуется. Какие советские качества из себя лучше изжить для того, чтобы сейчас в современном мире преуспевать? Классный вопрос, потому что многие считают, что получив диплом или 2, или 3, тебе обеспечена дорога до пенсии, тебе обязаны там, платить какую-то определенную зарплату и так далее. А мир настолько быстро меняется, что каждые 1,5-2 года, наверное, если не чаще, нужно себя постоянно делать апгрейд, как прошивка телефона, да, приобретать новые навыки, умения, понимать, куда как бы мир движется, что там скоро роботы появятся в каких-то сферах, да, они будут выжимать людей с этих профессий. И нужно вот, ну, как бы быть на острие волны, понимать, в чем ты можешь преуспеть и быть полезен обществу. Именно вот как-то так. Самый большой гонорар за победу? Гонорар за победу. Это к футболистам, это у них такие бонусы. У нас, наверное, 10 тысяч долларов, да. Это была победа там в Кубке, например, да. Россия? Да, да. А самые большие деньги, которые ты держал в руках? Реальные деньги? Да, бумажками прям. Бумажками прям. 1100, наверное, да. 1100. А можешь объяснить, что за ситуация была? Нет, опустим. Хорошо. А самые большие деньги, которые ты спустил в трубу? Ну, это вложение, наверное, да. 20-30 тысяч, да. А сколько тебе нужно для счастья? Прям цифрами? Счастье не измеряется цифрами, Никит. Ну. Комфорт? Для комфорта? Ну, не знаю, наверное, 2-3 тысячи долларов в месяц примерно. Это бюджет семьи или бюджет конкретно твой? Не, семьи, конечно. По 500 это много или мало? По 500 чего? Долларов. Это на существование, как бы, да. Вот потом скажешь, что Мещеряков разлагает... Да, уже давно разлагают. Разлагает белорусское общество, говорят, что по 500 это мало. То есть мало. Ну да, то есть все адекватные люди хотят и путешествовать, и детям что-то показать в Беларуси. То есть это всегда затратно, в то же время это очень интересно, да. Ну, я, наверное, фанат путешествий. Я такой человек, который... Для меня важно путешествовать, для меня важно познавать что-то новое. Вот во время ковида нашего, который вроде есть, вроде нет, очень много увидел в Беларуси за последние полгода, поэтому всегда можно что-то новое открывать. И для этого, конечно, нужны средства. Самые большие деньги, которые ты тратил на путешествия? $1010, да. Куда это была поездка? Это была долгая поездка, но она была в Европе. То есть я не летал ни разу ни в Азию, ни в Австралию, ни в Африку. То есть Европа, Америка в основном. Евротур. Евротур такой, Десятку. Да. А сколько должен зарабатывать учитель в Беларуси? Ну, как минимум, мне кажется, $1000 должен зарабатывать. Сколько должен зарабатывать милиционер в Беларуси? Я думаю, что примерно то же самое, да. Потому что тоже важная ответственная работа. Ну и про учителей не забываем, что они куют дух нации. И это очень такая издревле очень важная профессия. Поэтому, да, как минимум вот в этом районе, чтобы люди могли себе позволить что-то и адекватно себя чувствовать, и не ущербно, что самое главное. Да. Сколько должен зарабатывать баскетболист в Беларуси? Среднестатистический белорусский баскетболист, я думаю, в районе 1000-1200 должен зарабатывать. Для белорусского чемпионата, да. Опиши абсолютную идиллию для себя. Где ты берешь эти вопросы? Хрен его знает, пацаны написали. Пацаны, кто писал вообще? Эти пацаны Идиллия – это гармония. Гармония очень важна. Я сам весы. Вот для меня важно, чтобы семья, родственники, близкие, друзья, все были в гармонии. Между друг другом и в гармонии с самим собой. Это, наверное, самое важное.
ну и путешествия. Какой ты видишь свою старость? Я себя таким вижу ментором, таким человеком, который передает молодым много знаний, такую эстафету, что ли. Потому что, ну, действительно, есть чем поделиться. И получаю большое удовольствие от таких семинаров, встреч с молодежью, обмен опытом. Вот это для меня, это так греет мою душу, скажем, да. Чувствую, что это мое. Там, выступать вот в аудитории, там 20-30 человек, рассказывать на примере там, своей карьеры или какого-то другого спортсмена, ситуации, которые могут быть, моменты, которые можно преодолевать, да, на что опираться. Понимание того, что спортивная карьера, она никогда не будет вверх, это всегда как кардиограмма, как поднимать себя за шиворот, да, в сложных ситуациях, на что опираться. Такие вещи мне нравятся. Насколько ты счастлив прямо сейчас? Очень счастлив. Понимаю, что живем в уникальное время, и есть очень большая гордость за нацию нашу. Я счастлив особенно, как общество консолидировалось. Вот эти посиделки на улицах, там, с чаем, с детьми, с музыкой, с национальной. Это то, о чем я давно мечтал. Уедешь, если все останется по-прежнему? Скорее да, чем нет. Скорее да. Есть наметки куда? Наметок нет, но очень хочется, чтобы не осталось как по-прежнему. Жизнь малина? Жизнь малина. Жизнь это искусство. Жизнь — это варенье вообще. Варенье.